Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месец юний. Ден 7. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научите или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же ден страдания святаго свещеномученика Маркела, папа Римского, и иже с ним. Маркел святый родом бе римлянин, от отца Венедикта по святом мученице Маркелине прият престол Римские церкви и пребыст на нем 5 лет и 6 месяцей, в дни нечестивых царей римских Диоклетиана и Максимиана Геркулиева, и другаго Максимиана, прозиваемого Галерия и Максентия. Бях уже в тые дни в Риме деяния сия. Максимиан царь, прозванием Геркулиев, его же Диоклетиан прия себе в соцарствование, возвратив се от стран африкийских в Рим, и хотя сотворите угодное царю Диоклетиану на востоце медлещему, на час созидати в Риме во имя его каменные палаты, нарицаемые термой, сиест, теплицы или бани, скверних ради прохладих. Обредже в полцех римских множество воинов и же вероваху во Христа, от я от них воинскую честь и осуди их на таковую работу, як уже иногда фараон Израил тяни в Египте, дабы овие плинты, овие мел делали, овие же персти скопаивали и камени на созидание терм тех носили. Сие же на досаду всем бывшим в Риме християнам, ведеше бо, яко мнози римляни не токмо от народа, но и от великородни християнскую, а ще ни яве содержат веру. Беже тогда в Риме некий муж богат и честен, во Христа веруей, именем Трасон. Той видят умимое тяжкую работою и изнемогающую от глада християны, начаем от имений своих служителей, пиштую одежду и вся потребная им подавая тайно руками мужей богобоязненных 4, на то от него избранных, их же имена суть сия: Сисиний, Кириак, Смарагд и Ларгий. Уведав же о том блаженний Маркел папа, радости велия о милости и несвятым творимо исполнися, и призвав к себе честных тех мужей, и вся я же о щедрости Трасоновой уведав, благодарствуваше тому попремного. Сисиния же и Кириака поставив дякони римские церкви. Бысть же во едину нощ. Егда оба тии дякони несяху на раменах своих посылаемую от Трасона мучеников святым пишту, я ти беше от нечестивых воинов и к Тривуну и к Суперию приведени. Тривун же, видев их, повеле их в народную во връщи темницу, в третий же ден возвестил них царю Максимиану. Цар же осуди их на тую жде работу, юже и прочие делаху, и причтени беше к носящим песок на каменное здание. Бяше же таму некий муж именем Сатурнин, стар летый, и налагаемо го ему бремени носити не могущ. Блаженни оба дякони, Сисиний и Кириак, помогаху тому старцу, и не точу своя, но и иных бремена ношаху, во устех же непрестанно имееху Божие славословие псалмопение. Во всем же том возвещаху стражи Тривуну, а Тривун царю. И повеле царь представите себе Сисиния, и видев того вопроси: «Како нарицаеше ся?» Отвеща святей: «Аз грешни нарицаюся Сисинии, раб рабов Господа нашего Иисуса Христа». Глагола Максимиан: «Кие суть стихи ваши от вас поемия?» Отвеща дьякон: «Аз ще бы познал си силу стихов нами поемых, познал бы еси и Создателя твоего». Глагола царь: «И кто есть Создатель, а ще не Геркулес непобедимый?» Глагола дьякон: «Нам не точу его именовати, но и слышите о нем мерзостно есть». Глагола царь: «Един от двоих избери тебе, или Богу Геркулесу принеси жертву, или огнем сожгу плоть твою». Глагола святей Сисиний: «Аз давно желаю сего, дабы мне сподобите се пострадати за Христа Бога моего и прияти мученичество венец вожделенный». Разгневав се же царь предаде его Лаодикию епарху на мучение. Той же веверже в темницу Мамертиново и пребыст в ней мученик 17 дней. По исполнении же дней тех, хотяше епарху узника Христова, святаго Сисиния дьякона представите себе на изтязание. И изведен бест из темницы и узник первия ко Апрониану коментарисию, на него же возрев Апрониану зрее го светом пречудним с небесе облистаема, и ще же и глас услыша глаголющ: «Приидите благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от служения мира».
Изпълни всеубо Апронян ужаса и трепета, паде на нозе святому си синю глаголя. Заклинаю тя Христом Егоже изповедуеши, да не медле крестиши мя и сотвориши ми общника венца Твоего, и тогожде часа принесена бъйст вода. Светий же диакон Сисини огласи в Апроняна благослови воду и оглашенно го введе нага в сосуд вода и пълни, и рече му: веруеш ли в Бога Отца Всемогущего и в Сына Его Единородного Господа нашего Иисуса Христа и в Духа Святаго? Он же отвеща: верую. Сисини же светей глагола: да просветит те Отец и Сын и Святей Дух, и изведе го от водой. Таже веде го к святому Маркелу Папе, той же миром святым помазаново просвещенного и совершив святую литургию, пречестил боих и всех там убывших, пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Тогожде дне во время полуденное Лаудикия парх повеле представите себе Сисиния диакона. И прииде с ним блаженния Апронян коментарисий, новопросвещенный раб Христов, и начав взывать екипарху глаголя: под что восставляет вас дьявол на Божьи рабы, да толика е зла деете неповинным? Епарх же, удивився условесех Апроняновых, рече к нему: все, яко же вижду, и ты, християнин, сотворился си. Отвеща блажение Апронян: горе мне окаянному, яко погубих дни моя в нечестии, доселе не познав истинного Бога. Глагола Епарх: воистину ныне погубишь и дни твоя. И повелел осещи его во главу рек: а ще се един не погибнет, то мнози погибнут. И изведен бъйст Апронян света из града, яко за 2 милиария, и на пути Саларистим во главу усечен, прия венец мученический. Святаго же диакона Сисиния, а с ними прежде реченного Сатурнина старца, повеле Епарх во врещи в темницу, рек к ним: а ще не пожерете Богом, различными вас погублю муками. Седящим же им в темнице прихождаха к ним мнози неверни и крещаха се от них небоязненно. И по пришествии 40 дней, слышав то Лаудикия парх, повеле уготовати судище в храме богините Люрей, и седна нем, повеле привести Сатурнина старца и Сисиния диакона, и приведени беше пред него Христови узники, железными веригами связани, босыми ногами, и рече к ним Епарх: что убо? Не отложисте ли още суетные прелести християнские, и не изволяете ли поклоните се Богом, им же цари поклоняются? Отвеща святей Сисиний диакон: мы грешни поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию. Дьяволом же и бездушному каменю никогда же преклоним главы нашия. Глагола Лаудикий: да принесут се сему трипода и медяной, на них же приносит се Богом кадилу. Ябе принесени беше трипода и медяной с углем горящим, и принуждашим учитель святых да кадилу Богом воскурят. Святей же старец Сатурнин рече: да сотрет Господ боги языческие, ябе трипода и медяной разступившися, яко вода излияшися. То видевши 2 воина Папи и Мавр, возваше глаголюще: воистину Бог истинный есть Господь Иисус Христос, Его же Сисиний и Сатурнин почитают. Исполнився же гнева Лаудикия парх, повеле на мучилищном древе повесите святых мучеников Сатурнина и Сисиния и бить их жестоко жилами и суковатым жезлием. Они же взываху глаголюще: слава Тебе, Господи Иисусе Христе, яко сподобихум се друзи бъйти рабом Твоим пострадавшим за Тя. Папи же и Мавр воини на страдания святых смотряющие, пак и возваше глаголюще к Епарху: под что восставляет вас дьявол на рабы Божия, да тако без помилувания мучите их неповинно? Лаудикий же, возерив се на войните я, повеле каменем их во уста бити, и сокрушив им уста, вверже их в темницу. Мучеником же на мучилище висещим, повеле горящими свещами бока опаляти. Они же таковая страждуще, лицем светлым благодаряху Бога, и в той же ден издаде на них мучитель ответ смертный. Снятый оба с мучилища, и ведени беше за град по темно-ментанийским, и в главы усечени. Беше помянутый же благочестивый муж Трасон, с пресвитером Иоанном телеса их взем, погребе оная на селе своем при пути Саларистим, а ввержени в темницу воини Папи и Мавр, желающие святаго крещения, помолише се ко Христу и изведоше из темницы отверстими дверми, никому же их удержавающую,
и пришедший к святейшему папе Маркелу прияше от него святое крещение. По крещении же шедше, пак и в даже се ищущими